Глава Шушки Сыктывдинского района Людмила Огнева с работой огнетушителя знакома хорошо. Таких учений за время ее работы было немало, но она все равно приезжает каждый год. Говорит, законы и правила часто меняются, и об этом нужно знать. Кстати, о всех новшествах она рассказывает сельчанам, в первую очередь членам местной добровольной дружины. В случае пожара именно они первыми приходят на помощь погорельцам. Наша команда тоже обученная. То есть проводятся тренировки, работают они с мотопомпой. Но тут следует понимать, что не на любой пожар выедешь с мотопомпой, потому что источника рядышком может быть и может и не быть. Тут важно, чтобы добровольцы оказали помощь по эвакуации, по спасению соседних строений, работе с родственниками. Но не во всех населенных пунктах есть добровольные дружины. Некоторым они просто не нужны. Например, в селе Куратово Сысольского района есть своя пожарная часть. Тем не менее, ответственность за подготовку к пожароопасному сезону ложится на плечи местного главы. Нужно не просто следить, чтобы люди не жгли мусор и сухую траву, но и проводить опашку возле леса и другие противопожарные мероприятия. Сегодня пока работы не ведутся, так как весна такая, что свежая трава появилась рано, накрыла сухую, и огонь не может передвигаться по свежей траве. Кроме того, у нас проблема, что многие деревни располагаются вдоль ложбины, залитой весенней водой, поэтому никакая техника там не может пройти. Противопожарный ликбез для глав поселений Республики МЧС проводит ежегодно, аккурат перед сезоном. Учат всему, начиная от подготовки пожарных водоемов до использования средств пожаротушения. Насколько поменялись нормы за текущий год. Доводим, если есть изменения, какие требования, как их выполнять, какие проблемные вопросы могут при выполнении этих требований возникать. Опять же, выслушиваем проблемные вопросы, которые главы поселения сталкиваются при обеспечении пожарной безопасности. То есть весь комплекс вопросов, который позволит все-таки реально подготовить населенный пункт к пожароопасному сезону и не допустить трагедии, как сейчас вот мы видим на Дальнем Востоке происходит, в Центральной России, на Урале. В республике все проверки прошли. Уже есть четкая картина о готовности населенных пунктов. Там, где слишком сухо, сегодня проводят опашку, вырубают кустарники, очищают территорию от горючих материалов. Кроме того, проверяют готовность к сезону добровольных дружин. Некоторые из них экзамен проходили на республиканских соревнованиях. Виктор Лещев, сам из бывших профессиональных огнеборцев. Для него это не первое испытание. По-моему, 4-й или 5-й раз. 3 кубка имеем уже. 2 первых, 1 второе. Так что ничего, постараемся и в этом году. Ну, те же самые люди. У нас текучки нет. За звание лучшего дружинника боролись 6 команд со всей республики. Добровольные огнеборцы отрабатывали навыки тушения условного пожара с боевым развертыванием, оказывали помощь потерпевшему и ликвидировали условное дорожное происшествие. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.